Так, вы приехали к нам с Украины. Какие первые впечатления с Эстонии about Балтийского конференции? Как ситуация жилищная сфера в Украине? Рассказывайте нам, пожалуйста. Андреас, приветствую. Да, спасибо. Эстония встретила, может быть, не очень солнечной, но теплой погодой. А зонтик есть, но дождя нет. Не знаю, это хорошо или плохо, но я рада, что конференция началась в такое время четверг. Это самый удачный день для любых начинаний. Мне приятно, что Украина принимает участие в этой Балтийской конференции, потому что вот вливание вот в это общее движение стран, которые на этом пути стоят, это очень важно. Ожидания, конечно, есть, и они связаны с обменом опытом. На сегодняшний день в Украине очень острая стоит ситуация с финансовыми инструментами, с привлечением общественности, собственников жилья к энергосбережению и к продвижению термомодернизации. Надеюсь, что этот информацию получу, потому что идет параллельно такой же форум в Одессе. У меня был доклад, но меня отправили, делегировали для того, чтобы принять участие здесь. Поэтому большой привет от Украины, от Одессы. Там тоже международный форум. Решаем вопросы, правда, там плюс 30. Но я думаю, что будет интересен и продолжение обмена, потому что мы настроены и очень открыты для того, чтобы продолжить диалог и обмен опытом, технологий, возможностями, инструментами, коммуникациями. Есть такие планы. У вас в Украине тоже хорошие образцы есть. Рассказывайте об них тоже. Конечно, есть, потому что мы на этом пути уже идем давно, и некоторое было сопротивление. Самое важное, что инициатива идет от собственников, инициатива идет из регионов, и есть прекрасные примеры самоорганизации, движения, объединения университетов и общественности, взаимодействия органов власти и предприятий, которые занимаются этим профессионально. Конечно, у нас тоже ситуация такая, что более 92% это собственность. Квартиры являются в собственности. И о том, как собственник должен вести себя, за ним только решение. Другое дело помочь ему, дать профессиональные решения, которые можно внедрять в жизнь. И это очень серьезная работа, правда. И без специалистов, без профессионалов, без подготовки здесь практически невозможно. И я рада, например, что я услышала замечательные слова президента Европейского Союза о том, что подготовка тех, кто внедряет, самое важное. Вот наша ассоциация занимается продвижением вот этого education, провайдерством таким именно обучения, потому что кадры решают все, да, и специалисты на сегодняшний день не может сложной техникой управлять дилетант, поэтому нужно готовить людей, и это одна из наших задач. Спасибо, это была Ольга Максименко из Украины. Спасибо.